Столкновение Востока и Запада, классики и современности, любви и предательства. Все это в постановке оперы Пуччини «Мадам Баттерфляй» Татарского оперного театра. Накануне ее увидели зрители Шаляпинского фестиваля. Этот спектакль в театре считают одним из лучших. Минувшим вечером новые краски в постановку 2009 года внесли солисты из Германии, Большого театра России и Национальной оперы Украины. Тонкие грани Востока в шедевре Пуччини, почувствовала Полина Кострицкая. Восток – дело тонкое, когда в изящную восточную материю вплетена история трепетной любви, удивительной красоты мелодии и настоящая трагедия, рождается шедевр редкой красоты. Опера Пуччини «Мадам Баттерфляй» в постановке Татарского театра обрела новые ракурсы и оттенки благодаря современным сценическим решениям. Здесь появляется и новый образ выросшего сына, погибшей от любви мадам Бабочки. В основе оперы Пуччини новелла американского писателя Джона Лонга. Но, что бывает редко, композитор углубил содержание литературного первоисточника и создал настоящую человеческую драму. В искусстве конца 19-го, начала 20 века многие обращались к японским сюжетам, экзотике. Композитор вплел в музыкальную ткань оперы настоящие японские мелодии. Интересно, что после первого исполнения в 1904 году в Милане опера Чио-Чио-сан «Мадам Баттерфляй» с треском провалилась. Публика не поняла ее содержания. И только спустя 3 месяца с незначительными изменениями спектакль уже имел оглушительный успех и завоевал мировую популярность. В заглавной роли Си Шенг Йи, солистка оперной сцены Германии, на Шаляпинском фестивале она выступала уже не раз. Я думаю, моя героиня – это не просто восточная женщина. Этот образ может относиться ко всем женщинам мира, которые по-настоящему любят. Хотя эта история происходит в Японии, такие ситуации могут и сегодня произойти где угодно. Главное в этой опере – история любви. Партию Пинкертона исполнил Георгий Аниани, постоянный участник Шаляпинского фестиваля. И хотя циничный герой самому певцу не по душе, актер каждый раз готов к перевоплощению. Именно в этой роли его уже привыкли видеть казанцы. Если ты хороший артист и хороший актер, надо это все присваивать и показать публике, как будто это настоящее. Потому что сегодня опера очень близко к драме. Сегодня такая мода. И мне нравится это. Сегодня, в день рождения Федора Шаляпина, на сцене театра по традиции Борис Годунов. Шаляпинский фестиваль близится к своему завершению. Завтра зрителей ждет заключительный спектакль «Риголетто». А на следующей неделе пройдут 2 звездных гала-концерта. Полина Кострицкая, Андрей Сентальцев, столица.